Адилю Шайхутдинову и ее учителя родного языка Энджи Асадуллину приветствуют не иначе, как гордость республики. Каждый вручают благодарственные письма, памятные сувениры со строчками стихов Тукая. В этом году Адиля – единственный выпускник в Татарстане, которая выбрала и сдала единый республиканский экзамен по татарскому языку. Сначала было страшно то, что мне сказали, то, что ты одна. Я беспокоилась, потому что один человек на всю республику – это очень ответственный момент. И я выбрала татарский язык, потому что это мой родной язык. Я его очень хорошо знаю, участвую в олимпиадах, получаю призовые места уже с 7 класса. Единый экзамен по татарскому языку – это задание в тестовой форме и написание сочинения. Готовила Адилю учитель с 32-летним стажем Энджи Асадуллина. С Адилей раз в неделю, 2 часа мы сидели, консультации, готовились, читали художественную литературу, теорию. Результат 86 баллов. Документы на поступление Адиля подала в Казанский федеральный университет. Хочет стать учителем татарского языка. Значит, у нее, как и у ее учителя вот сегодняшней встречи, тоже появится, может быть, несколько десятков там, или еще больше таких выпускников, которые выберут государственный экзамен по татарскому языку. Будем искать варианты, будем искать формы, методы и заинтересованности самих образовательных учреждений, преподавателей родного языка. О том, как поднять интерес к изучению татарского языка, говорили на встрече с Маратом Ахметовым. Обсудили, чего не хватает учителям и учащимся, как улучшить учебники и пособия. Если взять статистику выбора ЕРЭ по татарскому, динамика тревожная. В 2015-м экзамен сдавали 69 выпускников, в 2018-м – 21, а в 2019-м всего 10. При этом поступить на специальности, связанные с татарским языком, можно и сдав внутренний экзамен вуза. Получается, стимула сдавать ЕРЭ в школе нет. Можно без выбора, без сдачи единого республиканского экзамена спокойно попасть в институт, университет на ту специальность, которую ты выбираешь для своей дальнейшей жизни. Быть учителем татарского языка и литературы. Вот это, конечно, тут не совсем понятно. Логики я особо не вижу. 1 июня в Госдуму внесен законопроект о ЕГЭ по родным языкам коренных народов России. Предлагаемая система позволила бы проводить полноценные госэкзамены по родному языку и литературе и использовать их результаты для поступления в вузы. Лина Знатульна, Данил Филатов, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.